На дороги и тротуары с начала снежного сезона коммунальщики Сыктывкара высыпали больше 3000 кубометров песко-соляной смеси. Вывезли снега в 8 раз больше. Но и статистика травмпункта Сыктывкара внушительна. За ноябрь экстренно обратились 1300 человек, большинство с уличными травмами. Неудивительно, мороз или оттепель, на дорогах каша, под которой скрывается настоящий ледовый каток. Погода, скорее всего, потому что были достаточно тепло, оттепель, потом снова холодно, и оно очень хорошо замерзает. Вот, и на дорогах это чувствуется, машинам тяжело ездить. Очень плохо чистят. Падаем, все, скользим. Боимся сломать руки-ноги. Ну вот дорога, где машины ездят, пожалуйста, там до асфальта, а здесь же лед. А вот оценка человека не местного. Андрей приехал в Сыктывкар в командировку. Такого, говорит, в родном Санкт-Петербурге не бывает. Скользко очень, тут даже песок не помогает, судя по всему. А в Питере как? В Питере там соли много сыпет сейчас. И убирают достаточно хорошо. Конечно, в северной столице России снег выпал не так давно. Да и интенсивность зимних осадков куда ниже. В Питере уже не первый год применяют новые технологии. Например, посыпают тротуары гранитной крошкой. Она, конечно, в разы дороже, но подлежит повторному использованию. Крошку собирают с помощью специальных пылесосов. Наши специалисты говорят, такой вариант не для нас. Сыктывкарские ливневки испытания гранитной крошкой не выдержат. Лучше речного песка нам пока ничего не светит. Его уже закупили на всю зиму. Солью наши коммунальные службы стараются не злоупотреблять. Концентрация всего 10-15%. Для обуви это, конечно, плюс. Да и договором с администрацией города предусмотрена только песко-соляная обработка. Отступать от условий контракта наказуемо. Именно речной песок, он лучше убирается, чем вот карьерный. То есть там практически он промытый, отсутствие суглинка. Вот. Практически до мая, к 1 мая мы убираем полностью центральную часть города. Вот. Я думаю, что это приемлемо. А вот какой песок, речной или карьерный, используют в действительности, мы попытались уточнить у специалистов. Это, конечно, не лабораторная экспертиза, но утверждают, что все-таки речной. Вот мы имеем песок карьерный. Видите, имеются в нем камушки, которые могут в последующем при оттепели превратиться в кашу. Глина это. Также повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Речной песок, в отличие от карьерного, не содержит примесей, очищается естественным путем. Его используют даже для песочниц детских садов. Но добывать его труднее, потому он и дороже. В Сыктывкаре речной песок достают из Вычегды. В этом году, говорит представитель добывающей компании, он подорожал. Для начала нужно получить лицензию на недропользование. Процедура не из легких. Привлекается сложная техника, что тоже сказывается на цене. Да и налог не маленький. Донный грунт, кроме того, подлежит экспертизе для подтверждения качества. И надзорные органы строго следят за соблюдением требований добычи, складирования и хранения песка. Приплывает земснаряд. Это специальное оборудование для дноуглубительных работ. По трубопроводу на вот эту площадку намывается песок. Лицензия в данный момент только у нашей компании. В 2020 году уже закончится. В самом дорожном хозяйстве Сыктывкара сетуют на дефицит механизаторов, но утверждают, что все-таки выполняют все условия контракта. 45 машин работают круглосуточно, используют тракторные щетки, уплотнения, скалывают грейдерами. Приоритет самым проходным зонам. Но погода, как обычно, подкидывает сюрпризы и пока всегда на шаг впереди коммунальщиков. Ольга Коняева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.